Дорогие друзья, наступила горячая пора у огородников. Прямо накануне весны, накануне замечательного лета нашего якутского, многие огородники думают, что же посадить в первую очередь. И вот сегодня мы за ценными советами по посадкам, по вообще огородным всем делам, мы у нашего доброго знакомого, у нашего эксперта, это Маргарита Васильевна Карпова. Маргарита Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Ну а что я сегодня хочу начать с чего? Я, поскольку блогер, я часто сталкивалась в телеграм-канале, на WhatsApp, сталкивалась с тем, что люди уже хотят сейчас вот посеять перцы, помидоры, баклажаны, и спрашивают, ну что, могу, не могу. А вы поймите, у всех условия совершенно разные. Я, например... не терпится. Не терпится, руки чешутся, надо. Можно начать. Уже с января можно начинать сеять двухлетники цветы, чтобы они зацвели уже на этот год. К сожалению, у нас многие двухлетники не зимуют просто, поэтому их сеять лучше в январе, до середины февраля, чтобы они зацвели этим же годом. Это виолы, шток роза, там еще можно идти, турецкая гвоздика, там много всего. Имейте в виду, что это двухлетники, все двухлетники, их лучше сеять в тот же год, вот раньше. Рано сеют эустому. Некоторые сеют ее еще в декабре, но я не тороплю события, поэтому я ее сею в январе и высаживаю, поскольку в горшочке, поэтому можно занести, она доцветает в помещении. Можно сеять ее тоже в январе. Но сейчас можно посеять низкорослые кустики, которые вообще горшочные, и они быстрее созревают, быстрее начинают цвести. Эустому можно посеять, но вот только оговорка, что кустики невысокого роста, скороспелые. Так, а теперь остальное все, чтобы не спешить с этими посевами, будем рассчитывать. Вот я, например, высаживаю очень рано, я могу уже начать и перцы, и баклажаны, и помидоры сеять уже сейчас, поскольку у меня практический опыт, что я высаживаю уже в апреле, иногда в апреле уже в теплицу необогреваемую могу высадить помидоры, перцы и все вот эти овощи. Но люди-то так не могут. Поэтому считаем. Я беру приблизительные сроки высаживания. Берем дату посадки в теплицу. Если мы, например, грубо говоря, 15 мая собираемся высаживать, значит, возраст рассады. Вот здесь на пакетиках везде пишут возраст рассады. Какая будет рассада, готовая к высадке. 70 дней надо, вот у перца. У помидоров тоже есть такие высокорослые, тепличные. Поэтому 2,5 месяца назад отсчитываем. От 15 мая считаем 15 апреля 30 дней, 15 марта 60 дней. И еще 10 дней считаем, это получается 5 марта посев. Плюс они всходят, перец и помидоры всходят очень долго. Иногда недели. До 2 недель всходят. Вот добавляем еще 14 дней. Это получается уже 84 дня, плюс мы еще пикируем. Не забываем, что мы, когда их начинаем пикировать, мы повреждаем корешки, и они затормаживают свой рост. Получается, что рассада еще удлиняется, ее созревание. Поэтому накидываем еще дней 5. И получается где-то после 20 февраля высадка перцев, высадка баклажанов. Реально, если будем высаживать 15 мая. Если позже, соответственно, мы передвигаем этот график, отсчитываем. И так все овощи. Например, огурец, ему достаточно 35 дней. Садить его раньше июня, но никак. Смысла нет просто. Смысла нет. То есть ему будет тесно в наших горшочках. И он очень тяжело переносит пересадку, он будет болеть. Вообще переросшая рассада очень тяжело переносит пересадку на постоянку, потом она болеет, и урожай вы, естественно, вовремя уже не получите. Поэтому огурец садим, считаем, если начало июня, 5 июня, 35 дней, где-то начало мая мы огурцы, тыквенные все замачиваем и сеем. Огурец тут лучше, меньше. И тыкву тоже чуть попозже даже, да? Тыква можно пораньше посеять. Наоборот, пораньше. Даже можно, есть там по срокам, тоже смотреть по срокам ее готовности. Можно пораньше. Но я считаю, что лучше рассада пусть будет тыквенных недоросшая немножко, недозрелая, потому что она легче примется в земле. Лучше ей пусть будет
я иногда делаю так, только листочки поднимаются, я ее высаживаю. Мгм. Такая рассада укореняется очень легко. И быстрее. И быстрее, и она быстрее начинает расти, она быстрее обгоняет, перегоняет, Меньше болеет. меньше болеет, естественно. Поэтому тут все дело в том, Но что это делать смотрите, расчеты. Маргарита Васильевна, это при условии, что если у вас теплица, скажем, и доступ к этой теплице рядышком, да? Да, Имеется в виду, если у вас дача, то это если нужно наездами, приезжать, да. да, как-то вот. поэтому тут мы начинаем Ну, а высаживать если где-то в июне, подальше? только в начале июня, конец мая. Это считайте, что еще на 15 дней позже, значит, Мгм. раньше 10 марта садить нет смысла. Мгм. Вы То есть ее это перерастите. получается мартышкин труд. Мартышкин В общем, да, дорогие друзья, нужно вот с этими посадками действительно вся информация, она вот здесь вот перед сладкий красный слон. Ну вот, слон, что от слона здесь я не знаю. труд. Да, Но- ну очень крупный он, я вот недавно В купила общем, его. да. И Тут вот здесь его все рекомендуют расписано. для России, он среднеспелый, его рекомендуют Мгм. садить в марте. Мгм. Ну что, мы сегодня чем будем заниматься? Ну, сегодня я предлагаю вам немножко занять то, что я вот еще не досадила клубнику. Так. Мы попробуем посадить клубничку, Мгм. семечки. Мгм. Клубнику до 15-го желательно Мгм. посеять. Но вот у меня перепосев, я что хочу сказать, я посеяла ее пораньше, но сделала небольшую ошибку тут. Но она она получилась роковой, потому что я развела вот такой вот фитоспорин, Мгм. ну вот этот вот пластинками, которые Мгм. вот такими вот Да-да-да. пластинками. Стала их поливать, и на рассаде стала появляться корочка. Мгм. Что-то почему-то я раньше таким не поливала, нынче думаю, попробуем. Она с гуматами, тут гуминовые добавки. Но она годится, видимо, только для замачивания семян. Семена Мгм. замачиваем. Мгм. И вот корочка образовалась, у меня некоторые просто всходы ну, просто погибли. И вот я снова пересеивала, и по новой, вот сейчас вот досеиваю еще, и у меня осталось еще досеять немножко. Но я говорю, сроки-то еще есть. Мгм. Можно еще посеять, тем более, что у меня рассада вся клубники нынче экспериментальная. Мне сестра отправила 25 сортов клубники со своего огорода. У нее эта клубника, она лучшие у себя из своих выбрала, которые плодоносят в условиях крайнего севера, Заполярья. У них там лето бывает месяц, около месяца всего, ну очень редко 1,5 месяца тепла. Так, минуточку, а где она у вас живет? Она живет на Кольском полуострове. И там Вот это да. в июне еще снег падает, поэтому Вот такие это посадки. И что-то Слушайте, можно... ну, в общем, никакие снега не преграда для настоящих истинных Да, огородников. нас ничего не останавливает. Никакие морозы не испугают. Ничего не останавливает. Никакой климат не останавливает. Ничего не останавливает. Поэтому И это правильно. тормозов нет. Ну что, начнем. И вот я теперь Мгм. вот эти хочу, которые она мне отправила, сорта, я Мгм. их хочу тут у нас попробовать. Если там лето короткое они дают, Мгм. то надеюсь, что мы тут тоже получим Мгм. урожай. Ну что, Какой-никакой. Ну Еще да. попробуем, чтобы они зимовали. ну у нас как-то Причем это не потеплее, чем- гибридные семена, это все сортовые идут. Поэтому можно Мгм. реально брать семена, снова их сеять и получать какой-то Мгм. урожай. И было бы очень хорошо, если бы зимовали. У меня тут 2 сорта по 25, минус 25 выдерживает. У Мгм. нас под снегом примерно теплее немножко. И есть еще один сорт, который минус 35 выдерживает. Я на них просто надеюсь, что это будет. И в будущем мы что-то, может быть, тут замутим такое, что мы начнем свои семена распространять, которые действительно идут для крайнего севера. Мгм. Пока мы под условным названием хандыга садим, она зимует. Мгм. А хандыга – это какой-то сорт. Я думаю, что, может быть, это тот самый, который минус 35 выдерживает. Он там Мгм. прижился, его теперь под этим названием брендовое Ясно, название да. продают Огородники как хандыга, потому что он хандыгские. оттуда как Мгм. бы родом. Мгм. Но это какой-то российский сорт. Мгм. Ну, что поделать? Ну, садить клубнику тут мне нужен снег. Так, снежок. Мгм. Так, первым делом за снегом. Давайте я сбегаю Вот за снегом. Так. зачерпните. Вот. Ща. Так, первым делом я вот эти семена обрабатываю фитоспорином. Ложечку фитоспорина разведенного, вот этот, который с гуматами. Мы их замочим. Так, я много снега принесла. О, не пожалела. Нормально? Не пожалела. На улице снега много Ага. хватает. Можно больше. Ладно, вот снежок. Так, вот это вот мы Значит, замачиваем. Так.
семечки у нас, ну, полежат немножко в этом Так, это у фитоспорине. нас хандекский сорт, да? Нет, хангу я уже посеяла. Так. Это вот какой-то сорт первоклассница, именно с Заполярья приехавший. Мгм. Ну, вроде как бы он там зимующий, но у них, сами посудите, земля так не промерзает, как у нас. У нас-то слишком холодно. Земля то есть у нас в мерзлота, конец конечно, да. в конец все мерзлое. Но у них вот нынче зима. Мгм. Сегодня у них 37 минус. У них такого мороза никогда не было, чтобы у них так было. Так, вот, это пока у меня мокнет. Мгм. Мы еще из мелких семян, у них один Так, давайте минутку. Здесь вы замочили в фитоспорине, фитоспорин, да? вот Мгм. этот именно, который... Он такой, знаете, растворчик, консистенция такая, не прям вот, знаете, вот если сравнить, вот, допустим, вот здесь, но это та же, да? Та Вы же, отсюда та же же, та же. черпанули, да? То Вот есть она, как бы её- не, вот она, да, чёрная. вот прям черная, Отсюда черная. ложечку набираем, ну, капельку туда, вот, чтобы он Мгм. просто То есть светло-коричневый такой вот у нас светленький. раствор Ну, там получился. обычно на пакетах пишут норму, сколько надо. Хорошо. Сколько Так, надо, на замочили, какой объем. сколько Вот времени они немножко, должно... пусть чуть-чуть набухнут, а мы за это время займемся другими. Это у нас готовится на Так. посадку. Снег немножко греется, потому что ему сегодня 35 минус. Мгм. Он сильно холодный, пусть он немножко отходит. Теперь я хочу еще, где он у меня делся? Я теперь опять хочу петь дифирамбы сельдерею. Это овощ, который я очень люблю. Мгм. Я обычно Очень сажала. полезный. Очень полезный, что он позволяет промыть свои суставы, промыть свои органы все именно от мочевой кислоты и от камней, которые образуются от образует это соли мочевой кислоты. Он вымывает это все, и поэтому мы можем с помощью его оздоравливаться. Особенно хорошо пить соки, полезно очень пить соки. Вот это отдельная тема. Я все время садила вот такой вот мужская доблесть, потому что он конкретно полезен очень для мужчин, этот сельдерей, поддерживает мужское здоровье. Мгм. Ну вот сходила Черешковый. черешковый, попала в магазине Паскаль, Мгм. нашла хруст, все вроде хорошие они, но они все содержат большое количество волокон. Мгм. Волокнистые они. Правда, эти волокна, когда готовить, приходится вытаскивать, но я не вытаскиваю, потому что нашим бактериям, которые живут Мгм. у нас, очень нужна целлюлоза, а тут ее в достатке, вот эти волокна. Мгм. А для приготовки соков попался мне вот этот вот маленький юта. Он небольшой. До Он- какого, как он вырастает? Он будет крупный, Сантиметров? но у него практически нет волокон. Он очень хорошо идет на соки, выжимать У соки. меня в прошлом году вырос сельдерей, вот знаете, не поверите, ну сантиметров, наверное, 70. Да, он такой Очень должен быть. высокий, такой толстенький, Так, такой вот. Вы с ним что-то потом энергичный. делали? Ну, Перед, у нас, перед тем, как убирать Мгм. вот этот сельдерей, чтобы он был вкусный Так. и не сильно пах, вот его до самых листьев, вот где тут же стебель же есть, Мгм. вот до самых листьев просто засыпают чем-то, закрывают, чтобы он стал белый. В смысле, закрывают это уже, когда его Можно его из окучить. земли. Вот прям в как земле вы он его, сидит? Да, вот вы его перед тем, как срезать, вы его закрываете, засыпаете чем-то, чтобы тут он побелел. И Недельки сколько? Недельки две. две пусть он стоит. Посидит, а потом его Да, можно он выкапывать. становится светлее. А Так. этот, он же листовой, я его никогда не выкапываю, поскольку эти корни тоже являются хорошей пищей для микроорганизмов почвы. Они хорошо, сильно оздоравливают почву. То есть, получается, вы используете для еды, для своих соков только верхушку, да, сельдерея? Вот и стебли. Используются в основном вот это вот Стебли. часть. Стебель, черешок. Так. Мгм. Листья, они очень пряные. Мгм. Ну, я их тогда готовлю, ложу в борщи. Там, Ну, вы в такое знаете, вот я очень готовлю рыбу, в общем, как бы подушечку такую кладу вот из сельдерея, Мгм. сверху рыбка и наша ряпушка, и очень прекрасно все у А нас мне вот как бы сами черешки, вот эти тушится. толстые, которые вот с такой толщиной, они сами тушеные, только без всего. Морковка там, Мгм. можно яблочко добавить, уксус. И получается очень вкусное блюдо. Мгм. Это как гарнир. Как гарнир. Хорошо. И мы его из них добавляем. Прекрасно. Причем это позволяет очень основательно похудеть и держать форму. Сельдерей я сею таким образом. Вот Так. все зонтичные, в том числе морковка, вот это сельдерей, еще что у нас зонтичное, что мы садим? Укроп. Укроп. Они содержат огромное количество эфирных масел. Вот прямо все семечко, оно покрыто вот этим жиром.
Из-за этого затрудняется проникновение туда влаги. Вода туда не попадает, и семечко очень долго лежит в земле, чтобы вот это все смылось. Пока все это не смоется, семечко не намокнет, не набухнет и, естественно, не прорастет. Я что делаю? Я все эти семена, ну, немножко горячеватая вода, а мы сейчас... А у нас же снежок есть. А, мы снежка туда сейчас точно бросим. Чуть-чуть остудим. Мгм. Температура какая должна быть? Ну, 50 градусов этого достаточно. 50? Вот она опустилась? Она ниже опускается. Ну ладно, это уже не суть. До 50. Мгм. 50 градусов. То есть достаточно такая горячая вода, Достаточно горячая, чтобы рука терпела, да? Мгм. потому что холодной водой мы его просто не смоем. Мгм. А сильно горячая она просто... Опускаем наши семена сельдерейшные. Лежат они там, ну, минут 15-20, эта вода пока... Потом она остывает, и мы их будем... Так, какого года у вас семена, кстати? Это вот я в этом году В купила. этом году. Ага, А свежие. если, допустим, вот из нашего мешочка волшебного, как я говорю, ну, допустим, уже сроки все прошли, но есть шанс, что старые Они- семена, они взойдут? Сельдерей, он хранится очень мало. К сожалению, он к сожалению. теряет. То есть, Через 2 получается, года уже да. он никуда не годится. И Ага. вот видите, я сразу весь его высыпала. Так. И все, потому что мне больше этот пакетик не нужен. Я его на Мгм, следующий год мгм. лучше я свежие куплю, потому что Ну, понятно. заморачиваться. Это их надо, чтобы оживить, потом Мгм. надо замачивать. Это вы Липини, смотрите, всяких этих цирконий, липин. еще такой вопрос у начинающих огородников. У вас очень много семян. Вы, получается, это практически, мне кажется, можно засадить всем этим, вот всеми вашими семенами весь огород. А сельдерей такая культура, которая не требует отдельной грядки. Я Так. куда их сажу? Если я сажу капусту, Мгм. любую капусту, я люблю очень, ой, как называется, брокколи. Слава. Нет? Брокколи, Брокколи. качанную сажу, вот эти вот Мгм. капусты. Цветная Их же капуста. очень любят вредители. Эти бабочки-капустницы, эти налетает муха капустная. Я между ними везде толкаю вот этот сельдерей. И он благодаря своим Потому что пахучим он свойствам сильно пахнет и отпугивает. отпугивает. Вот, смотрите, какой лайфхак замечательный. Так, вот у нас, Помыли. да, мы промыли, скажем так, горячая ванна. Ванну горячую Да, прошли, приняли. выливаем, Наши семена и сцеживаем. сцеживаем. Так, вот здесь вот у нас Теперь мы их бумажка. сушим. Так, сейчас мы их просушим. Так, мы где-то тут на столе их сейчас насушим. Давайте. Земля. Вот так вот. Мгм. Мгм. На Ага. туалетной бумаге они очень быстро просыхают. Ну да, особенно. она же очень свойство имеет Она впитывать берет хорошо. туда, и Мгм. мы их тут немножко Мгм. покатаем, чтобы они сыпучие стали. Не на сухое место. И Вот всё. сразу чувствуется рука опытного огородника. Вы огородом занимаетесь вот сколько лет? Ой, я уже, мне трудно сказать, Ну, лет сколько 40? Я еще с детства с мамой. Ну так, конечно. Поэтому теперь вот я его Опыт сеяла, у там вас, маленько конечно, просыхает. колоссальный. Там просыхает, я также А делаю. теперь снег, смотрите, внимание. Теперь видно фокус. его будет там. Мгм. Я туда снег. Немножко нужна стратификация. Вот у нас, значит, такая емкость от какого-то да, вот печенья. от какого-то печенья. Да. Тут что-то покупаешь и Мгм. туда. Все идет Обязательно внизу Так. должны быть дырочки, вот Мгм. там на Да-да-да. донышке. И вот и ставлю лоток, чтобы лишняя влага туда Мгм. убегала. Потому что если польешь, вода побежит по всему столу и везде. Значит, наша земля должна быть покрыта снегом. Так, землю покрываем снегом. Мгм. Теперь вот, ой, руки, где у меня бумага-то? Руки мокрые, теперь семечки-то уже подсохли, а руки теперь мокрые. А земля у вас, вот вы берете с огорода, да? Или, Так, или вот у меня тут покупаете? немножко земли, вот немножко стоит у меня. Ага. Я беру песок, вот покупная, я покупаю, обычно сейчас я беру только терравита, я не знаю, какая еще земля лучше, но мне это понравилось, она более-менее из всех земель Мгм. подходящая. И Она немножко уже с огородная. перлитом, да? Она с перлитом, перемешана. поэтому туда уже Перлит ничего. это такие вот маленькие гранулки, которые позволяют земле быть более рыхлой, ну, чтобы больше воздуха там ходило, да?
перлит. Да, и он для держит таких влагу, целей. вот, Мгм. контролирует. Вот у нас влагу. получилась вот такая земля. Состав вот- Именно вот состав песочек. А примерно в какой пропорции вы берете? А Песка тут много тоже или... песка для посевов, я песка беру немножко больше. Получается, иногда, если нету огородной земли, Мгм. я тогда вот эту землю пополам развожу. Один к одному Мгм, делаю. мгм. Потому что она, эта земля, она тоже слишком торфяная. И это тоже не есть мне не хорошо. нравится, в ней почему-то начинает все загнивать. А когда песка много, корням Ага. становится более комфортно, они лучше прорастают и как бы и дышат, и легче Ага. развиваться корешкам. А песок А должен быть если внизу или Нет, прям все перемешать? перемешиваешь. Мгм. Ой, что Хорошо. я наделала? Так, все. Вот Всё. наши семена ушли Тут их на снег. То есть рассыпала. вначале они побывали в теплой ванне, в горячей даже можно сказать, а Приняли потом, да. да, приняли, а потом раз и мы их закаляем, да? А потом мы их в снег Закаливаем, холодный, да, из огня до в полымя. да, да, да. И все. Мгм. И вот они, снег растает, потому что сейчас просто прилипнет снег на крышку. В крышке я дырочки еще не сделала. Здесь обязательно надо делать много-много-много дырочек. Дырочки я делаю с помощью свечки. Мгм. Накаляю спицу. Мгм. Ну, не будем это делать, время тратить. Ну да, да. Понятно, процесс пройдет. И потом быстро-быстро. Мгм, мгм. Один раз спицей все прокалил. Так, готовой Портну. крышки у вас нет, а вот готовая Нет, крышечка. Вот это смотрите. маленькие. Такие, Это а вот, вот есть. Вот, дырочки сделаны. Дырочки везде готовые. Такие дырочки Да, должны это я быть. вот крышку искала и нашла уже вот Мгм, под мгм. завязку. Вот, ну вот, И вот и посеяли мы сельдерей. сельдерей посеян. А они когда начнут выходить, вы снимаете эту крышку, да? Мгм. Так, и уже стоит у вас этот Я сельдерей. его сразу под- сначала ставлю еще в холодильник, а он Да, стоит еще в холодильнике, в потому холодильнике. что это растение как бы многолетнее, оно где-то растет и зимует на улице. Зима их не вымораживает, а у нас он не зимует, но тем не менее он все равно как многолетник, и он должен зимовать, и поэтому, думаю, природа задумала, что он пройти должен холодную стадию. Вот Мгм. в холодильник ставлю, дней на 10 он стоит, а там уже вижу, что он начинает, белые эти корешочки появляются, вытаскиваю и под лампу. Засыпать землей сельдерей нельзя, он не прорастет. То есть, получается, вот этот сельдерей, он лежит прямо на земле. Вот. Он сейчас вместе с этим снегом, через 10 дней этот снег опадет. В холодильнике вы же не в морозильник кладете, В холодильник, да? просто, Просто в холодильник. И наверняка снег там подтаивает, да? Ну, Уже как снег-то бы. сейчас растает, Мгм, чтобы мы мгм. крышкой накроем и в холодильник. А, И то он есть там нужно да. дождаться, чтобы этот снег растаял. Да, растает и семена с собой Ага, туда и- затащит к земле, плотнее Мгм, к земле. ближе к земле. Но удивительное дело, дорогие друзья, вот впервые я узнаю, что, оказывается, сельдерей ни в коем случае нельзя присыпать землей. Вот если бы я, как начинающий огородник, у себя там, допустим, ну, дома, скажем, занималась вот посадками в эту пору, да, я бы сделала вот ровно все наоборот. То есть я взяла бы, как обычно, стаканчик, допустим, да, наполнила землицей, так сказать, щедро посеяла, присыпала бы землей, а оказывается, это все вот Да, неправильно. он прорастет на свету более активно. Мгм. А потом, когда через 10 дней вы вытащите вот этот свой лоточек, Я его ставлю под лампы, Мгм. он под освещением. мгм, Сельдерей такая культура, которая может в этой плошке расти очень долго. Он пересадку переносит отлично. мгм. Поэтому я его рассаживать, пикировать начинаю практически чуть ли не в последнюю очередь. Тут со всякими срочными Примерно делами в какое разделываюсь. время вот этот процесс Ну, начинается? начинаю вытаскивать в теплицу, где место есть побольше. Вот Мгм. там начинаю и Ну, это рассаживать. где-то в мае, да? Да, или это в уже апреле? где-то в апреле. Я вытаскиваю Мгм. в апреле, я уже в Но апреле у начинаю. Маргариты Васильевны, сами понимаете, это частный дом, и теплица вот здесь буквально вот во дворе. Поэтому все эти процедуры сделать, конечно Это же, все реально. удобнее и хорошо. Да. Но даже те огородники, у которых теплица находится немножко подальше, где-то за городом, да, все равно могут воспользоваться вот этим вот советом. То есть на майские праздники приехать и уже пересадить свой сельдерей подросший, да, уже в грядке Да. куда-то, где вы планируете, допустим, Ну, посадить ту в же мае, капусту. в мае-то еще Рановато? Рановато. Это Примерно А нет, когда? ну в конце мая это реально его высаживать Мгм, уже. мгм. Он, потому что сельдерей... То есть его я уже говорю, потом не надо ни накрывать, он ничем. заморозки выдержит, он замерзает. Еще что я делаю? Я его не собираю рано. Я его собираю последний овощ в огороде. Мгм. Когда уже
начинает бить морозы, он замерзает у меня там, оттаивает, потому что на корню все овощи оттаивают и нормальные имеют, ну, качество у них нормальное. Не надо, чтобы не появилось там 10-15 мороза. До 7 мороза он прекрасно может там еще стоять, Постоять. ждать А свое время. вымахает он прям вот до 70 Да, сантиметров. 70-80 сантиметров лист. Высотой. Из него где-то вот так черешок. И вот вы эти листья. в морозильнике замораживаете просто вот этот вот Я их сельдерей? нарезаю, Так. где-то дольками по 3 сантиметра, по 2-3 сантиметра, до 5 сантиметров. Вот, например, юта, он не волокнистый, могу и по 5 сантиметров сделать, потому что очень приятно сам сельдерейчик кушать. А потом вы его и тушите, и Да. соки готовите, да, из него? Ну, соки из замороженного уже не ахти какие, поэтому мы и летом в основном соками пользуемся. Летом же эти черешки идут безумно вкусный. Получается салат, вот этот сельдерей и яблоко. Мгм. Просто обалденный, когда особенно жарко. И вот этот смесь эту сделаешь и с яблоком, вот этот салатик просто утоляет твою жажду и А энергия откуда. маслица или что-то добавляете? Ну, растительное масло, Мгм. ну, любое, кто, Ну, или кто оливковое, как да? оливковое можно. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к окончанию наша очередная передача, и мы сегодня познакомились с посадкой именно сельдерея, вот с хитростями, которыми пользуется наша героиня. Маргарита Васильевна, большое, огромное спасибо вам, что вы нас, так сказать, научили, как правильно высаживать сельдерей и радовать своих родных замечательным овощем. Овощем здоровья. Мгм.